Рустам Эмомали вылетел с рабочим визитом в Москву. Тегеран упразднил полицию нравов. Посольство Украины в Казахстане получило письмо с угрозами взрыва. МВД Украины озвучила цифры погибших мирных жителей с начала военных действий. Спикер Верхней палаты парламента Таджикистана мэр Душанбе Рустам Эмомали 4 декабря вылетел с рабочим визитом в Россию. В Москве он примет участие в заседании парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, сообщается на сайте палаты. В мероприятии примут участие все главы парламентов государств-членов ОДКБ, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В качестве наблюдателей в заседании участвуют представители Ирана и Кубы. Совместное заседание Совета парламентской ассамблеи ОДКБ и 15-е пленарное заседание парламентской ассамблеи организации состоится сегодня, 5 декабря в Москве в колонном зале Дома Союзов. Тегеран упразднил полицию нравов, ее патрули контролировали ношение хиджаба в общественных местах. Об этом сообщил генеральный прокурор Ирана Мухаммад Джафар Монтазери, передает Аль-Арабия. По его словам, которые приводит издание, полиция нравов не имеет ничего общего с судебной системой и поэтому была упразднена. Объявление последовало на следующий день после того, как Монтазери заявил, что и парламент, и судебные органы работают над вопросом о необходимости изменения закона, обязывающего женщин покрывать голову, сообщает «Гардиан». Президент Ирана Ибрагим Раиси в субботу заявил, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены Конституцией, но существуют методы реализации Конституции, которые обладают гибкостью. Низамудин Мусави, пресс-секретарь Совета директоров Исламской консультативной ассамблеи, заявил в воскресенье, что вопрос о массовых протестах в Иране был поднят на закрытом заседании парламента и правительства, пишет BBC. По его словам, и правительство, и парламент подчеркнули, что большинство протестов связано с экономическими проблемами и что лучший способ достичь стабильности – обратить внимание на реальные требования народа. Казахстанская полиция ищет авторов письма о якобы заложенном взрывном устройстве в здании посольства Украины в Астане, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. 1 декабря в 17:50 в полицию обратился консуль посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 пришло письмо о минировании здания. Факт зарегистрирован в книге учета информации Управления полиции района Есиль, говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в ночь на воскресенье. На месте происшествия прибыли специальные службы. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Мероприятие проходило без эвакуации, угроза снята, отмечается в информации. В настоящее время полиция разыскивает причастных лиц, добавили в ведомстве. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о проведении совещания с послами вследствие угроз в адрес дипработников в 12 странах. По состоянию на сегодняшний день есть 18 случаев угроз в 12 странах, покушение на теракт в Испании, пакеты с угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщение о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США написал он в ночь на субботу на своей странице в соцсети. По мнению Кулебы, таким образом террористы стараются запугать украинских дипломатов и ослабить и запугать Украину. От обстрелов российских войск в Украине с начала военных действий погибли более 9400 мирных жителей, еще около 6800 ранены. Среди них, к сожалению, есть и дети. Погиб 461 ребенок. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин в эфире телемарафона. Енин добавил, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Отсутствует энергоснабжение в 507 населенных пунктах в 8 регионах. Больше всего страдает Харьковская область, где обесточено 112 населенных пунктов, Донецкая, Херсонская, Николаевская, Запорожская область и Луганская.